Даже маленький робот, дети должны для начала овладеть такими навыками, как моделирование и конструирование. Робототехника помогает развивать мелкую моторику, навык счета, основы физики, основы механики. Наши конструкторы позволяют нам выезжать на международные соревнования. Существует Международная ассоциация детской робототехники, в которой входит и Россия, что позволяет нам ежегодно участвовать в соревнованиях. Подтверждением служат неоднократные победы воспитанников на конкурсах и соревнованиях различного уровня. Осенью уходящего года в международных соревнованиях по робототехнике в Пекине одним из 16 финалистов среди 58 участников соревнований стал Саша Анисимов. Мне 10 лет, хожу с 5 лет, участвовал в Пекине, с Team-миссией в сумо. Нужно пройти все миссии за короткое время и получить больше баллов. И набрал максимальное количество баллов, и 98 из 100. Также недавно воспитанники центра успешно приняли участие в международных юношеских соревнованиях по робототехнике, проходивших в столице Таиланда. Участие в соревнованиях принимали 600 детей из 25 стран. Этапы сначала проходит у нас этот робот, пройдет в марте. Это региональные именно в республике. Потом проходит деталька, это в этом году, в 2019 году пройдет в Нижнем Новгороде в мае. Потом, если пройдут дальше, дети уже приглашают на международные соревнования. Темой для проектов на творческом конкурсе было названо 5 целей в области устойчивого развития, предложенных ООН. Проект «Роботы-помощники для подледной рыбалки» Миши Самсонова и Димы Потанина вызвал большой интерес судей и участников и занял 8-е призовое место. Мы хотим помочь людям, которые дробят лед и все такое. Им уходит около 1000 человек. Там бур, который будет. У нас йод 20 сантиметров. Надо очень долго долбить йод. Мой проект помогает, что не надо теперь так долго долбить йод. Робот, который бьет по льду. Робот, который опускает сеть. И робот, который высматривает рыбу, где больше всего рыбы. И где-то уходит у них это на где-то час. А с нами будет легче, около 20-30 минут. Вот так любознательные и терпеливые дети этого центра разрабатывают свои собственные мини-проекты, связанные с автоматизацией процессов. Ведь недаром говорят, что каждый день становится открытием, если он приносит новые знания, которые затем превращаются в проекты.